Амадей Моцарт, Ван Бетховен, еще многие другие композиторы. Что же их объединяет? Их объединяет концерт «Гармония звуков», где ребята из музыкальной школы имени Искужина показывают все свои умения. В концерте принимают участие ученики и педагоги. Кроме вокала и игры на музыкальных инструментах, тут еще и демонстрируют танцевальные номера. На мероприятие даже пожаловал сам Чарли Чаплин, где исполнил свой знаменитый танец степ. Тут мы можем услышать музыкальные инструменты, такие как гобой, скрипка, фортепиано, кубыс, курай, флейта и баян. Всего на выступлении 14 номеров, из них 3 – это зажигательные танцы. Ребята исполняют номера разных народов мира, например, башкирский под названием «Любизар» и русско-народный танец «Уж ты, порушка, пораня». Из музыкально-инструментальных номеров выступают кураисты и народный оркестр. Многие ребята выступают сольно со своими любимыми песнями, такие как «Леди Джаз», «Хромой король», «Самое лучшее» и другие. Самира, расскажи, какую песню ты исполняла? Я исполняла песню «Самое лучшее» Анжелика Варум и Сливки. Эта песня мне предложила преподавательница моя Светлана Ильгизовна. Мне она сразу же понравилась, и я решила ее исполнить. Самира, расскажи, насколько важен этот концерт? Ну, вообще очень классно, энергично так прям. Потому что начался только учебный год, мы все отдохнули, и тут сразу такой заряд энергии. В музыкальной школе можно заниматься не только музыкой, но и рисованием и гончарным искусством. В коридорах можно заметить яркие картины учащихся. Гора новостей впервые в этой школе, ведь ей всего 3 года, но можно заметить, что за такой маленький срок ребята научились многому. Вера, расскажи, сколько нужно учиться играть на гобое, чтобы играть как ты? Изначально я училась 3 года на блокфлейте, а потом я перешла на гобой. Занимаюсь я обычно в неделю или каждый день, или через день. Это мероприятие стало стартом в новый учебный год, где у учеников музыкальной школы есть возможность окунуться в осеннюю атмосферу, вдохновиться и начать работать над новыми проектами. Как невероятно звучат музыкальные инструменты в руках учащихся. Они создают настоящую гармонию звуков. Карина Попникова, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.